Ирак. Военизированные курдские формирования пешмерга вернули под свой контроль несколько деревень, находившихся у боевиков исламского государства. 16 марта войска вошли в деревни, расположенные в окрестностях города Дакук, отвоевав части провинции Киркук, находившиеся под контролем исламского государства в течение последних 8 месяцев. По словам командиров пешмерга, наступление было согласовано с международными коалиционными силами, наносившими удары с воздуха. Бойцы пешмерга не назвали число погибших в боях. Также в Ираке жители города Эрбиль, столицы иракского Курдистана, почтили память жертв резни иракских курдов в городе Халабджа в 1988 году. 16 марта был поднят курдский флаг, движение транспорта остановилось в память о курдах, скончавшихся в ходе химической атаки, осуществленной режимом Саддама Хусейна. По оценке, тогда погибло более 5000 человек, в основном мирные жители. В Пешаваре, на северо-западе Пакистана, родители получили приглашение в местные полицейские участки для прививок их детям вакцины от полиомиелита. Такая мера стала частью мероприятий, призванных убедить семьи в том, что вакцина против полиомиелита не вредна для детей. Пешаварская полиция на короткое время даже задерживала сотни родителей за отказ вакцинировать своих детей. По заявлению властей, аресты прекращены, теперь используется другая стратегия, чтобы убедиться, что все дети в округе получают капли против полиомиелита. В сербской столице Белграде более 1000 учителей протестовали перед национальным собранием с призывом к однодневной забастовке в знак протеста против планируемых сокращений зарплаты. Профсоюзы, представляющие учителей, требуют освобождения от срезания зарплат, распространяющейся на работников государственного сектора. Киргизстан. Президент Аламсбек Катамбаев почтил память демонстрантов в очередную годовщину кровопролитной полицейской облавы в городе Аксы на западе страны. 6 человек погибли тогда и около 20 получили ранения в ходе насильственных акций 17 марта 2002 года. Случившееся привело к волне антиправительственных протестов. В восточной части Боснии и Герцеговины жители приняли участие в расчистке дороги после 10 дней транспортной изоляции города Горажде. По словам жителей, они не могли выехать за покупками или с визитом к врачу и теперь арендовали снегоуборочную машину, чтобы попытаться самостоятельно очистить дороги.